Очередная показуха и вранье, или президенты действительно опомнились и проблема решится в ближайшее время? Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, какие на международной арене были сделаны важные заявления и как это касается Таджикистана. Подписывайтесь на наше обновление и точно будете в курсе всего самого актуального. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в Самарканде на полях заседания глав государств Организации тюркских государств ОТГ, касаясь пограничных споров в регионе, отметил, что эти вопросы должны решаться мирным и дипломатическим путем, сообщает радио Азади. На заседании ОТГ он сказал, что у Кыргызстана есть лишь проблемы по установлению территориальных границ с Таджикистаном и Узбекистаном. Еще раз подчеркиваю, что кыргызская сторона отстаивает свою позицию по пограничному спору путем мирного и политико-дипломатического диалога, сказал президент Кыргызской республики. В заключение он выразил надежду на тесное сотрудничество в решении приграничных споров между сторонами. Напомним, в середине сентября обстановка между Таджикистаном и Кыргызстаном обострилась. Стороны обвинили друг друга в дестабилизации и сообщили об обстрелах приграничных сел. Активная перестрелка продолжалась с 14 по 16 сентября. Под огнем оказались населенные пункты Ицфаринского и Гафуровского районов Сагдийской области и района Лахш Таджикистана, а также Баткенского или Илекского районов Баткенской и Ошской областей Кыргызской республики. В течение суток с начала эскалации стороны неоднократно договаривались запустить в действие режим прекращения огня. В том числе об этом говорилось на уровне президентов двух стран, однако договоренности снова нарушались. Как ранее сообщалось, 41 человек погибли, 204 человека получили ранения с таджикской стороны официально. Власти Кыргызстана сообщали о гибели 63 человек и десятка раненых. Как вы относитесь к тому, что президент Садыр Жапаров поднимает этот вопрос на саммите тюркских государств, куда не относится Таджикистан, и в принципе такие высказывания не особо нужны в этом поле? Вы согласны? И как вы ко всему этому относитесь и к этим обещаниям о том, что надо решать все мирным путем? По факту-то мы видим, что происходит. Свое мнение по поводу этого напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Заседание глав государств Организации тюркских государств прошло под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, а темой стала новая эра тюркской цивилизации на пути к общему прогрессу и процветанию. Стороны обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества в политической, экономической и культурно-гуманитарной сферах. Были рассмотрены вопросы усиления взаимосвязанности и расширения взаимодействия в области туризма, энергетики и сельского хозяйства. Отдельное внимание уделено выработке эффективных механизмов межрегионального сотрудничества в сфере науки и образования, технологий и инноваций. Во встрече приняли участие главы Узбекистана, Турции, Кыргызстана, Казахстана и Азербайджана, а также премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и председатель Халкмаслахат Эмили Генгеша Верхней палаты парламента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Эти две страны имеют статус наблюдателей в ОТГ и готовятся стать ее полноправными членами. Как вы относитесь ко всей этой ситуации? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!